Требовали у таксистов деньги за спокойную работу и общее покровительство. В этом обвиняют Дениса Корякова, Анатолия Чижикова и Ислама Мамедова. Именно последний, по версии следствия, находясь в местах не столь отдаленных, организовал преступную группу. Под его руководством и собирали дань за место на стоянке. Общий ущерб, согласно уголовному делу, принесенный 3 таксистам, составил более 1 миллиона рублей. Почему сторона защиты категорически не согласна со следствием, расскажет Нафиса Минязова. Ничего не говорили. Просто ругали. То, что вы хотели там так сказать? Да, работа отголи. Чтобы личные машины, туда-сюда. Все, больше ничего не было. Фарис Баширов – один из потерпевших, ставший жертвой вымогательства. Он рассказал, что с братом занимался междугородними перевозками. В определенных точках Казани ждали клиентов и возили их в различные города Татарстана. Следователи установили, что именно на точках скопления таксистов на них подсудимые начинали давить, требуя деньги. Есть такая информация, что как будто они вымогали деньги. Кто им вымогал? Вот подсудимые. Ну, некоторые из подсудимых, да, действительно, вымогали деньги. Сегодня 2 подсудимых привели под конвоем. Под стражей они с апреля 2019 года. Еще один находится под домашним арестом. Потерпевших, кто написал заявление в полицию, также 3. Следователи уверены, основателем преступной группы стал Ислам Мамедов. По версии следствия, Мамедов в цели вымогательства денежных средств на протяжении длительного времени, находясь в местах лишения свободы, создал устойчивую организованную группу, а после освобождения вступил в преступный сговор с Чижиковым и Коряковым. Ранее он отбывал наказание за вымогательство, а также хранение и перевозку наркотиков. Освободился в 2017-м. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, как установили следователи, составил более 1 миллиона рублей. Вину подсудимые не признают. В том, что его обвиняют, он этого не признает. Вопрос этот возник из гражданского конфликта, поскольку он просил вернуть деньги, которые задолжали те люди, которые арендовали машину его родной сестры. Сейчас уже суду предстоит взвесить все аргументы и решить, доказана ли вина подсудимых. Сегодня им зачитали обвинительное заключение и перенесли слушание дела на День влюбленных. На следующем процессе планируют допросить потерпевших. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112.